Актер Майкл Пейлин как-то сказал: если ты один раз подхватишь лихорадку путешественника, то заболеешь безнадежно и не излечишься от нее до конца своей жизни. Это программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. И мне кажется, что эта фраза как нельзя больше подходит моему сегодняшнему гостю. Блогеру, путешественнику, альпинисту, члену Русского географического общества Денису Забелину. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Вот среди этих определений, да, ваших особенно интересно то, что вас называют профессиональным путешественником. Вот что это такое? Сложная история. Это, наверное, когда все-таки ты из обычного туриста превращаешься в человека, который через свой взгляд на мир показывает, насколько многогранна наша планета, насколько многогранна наша страна, и пытается, в общем-то, донести какие-то важные моменты через свой взгляд и рассказать какие-то истории. Без этого никак. И вот Русское географическое общество, это просто, ну вот это членство, оно как-то помогает или это просто, ну вот красивая приставка, чтобы там весомее звучало? Помогает, особенно когда проекты сложные и требуются различные бюрократические уловки и процедуры пройти, тогда, конечно же, без РГО не обойтись. То есть какие-то инстанциями, да, Конечно, да, с администрациями и так да, далее. да, да. А бывало такое, что вот какие-то действительно сложности не выпускают там из одной страны, там, я не знаю, какие-то такие истории? Скорее, скажем так, внутри нашей страны получить пропуск в ту или иную пограничную зону, и здесь вот возникают такие вот сложности именно с точки зрения там, силовых структур. И здесь РГО, конечно же, помогает. Но вы не в первый раз в Якутии. Да. Во-первых, что вас здесь привлекает, что нужно было приехать второй раз, да, и еще раз. И есть ли какие-то, ну, изменения? Я в Якутии, наверное, там уже 8-й или 9-й даже раз сбился со счета. А Якутия, она очень большая, она 6-я часть практически нашей России. Вот, и 5-я? 5-я, ну да, ну округляем. И, в принципе, что попасть в самые доступные, самые интересные уголки нашей страны, Якутию никак не миновать. Вот. И тут очень много интересных природных зон, тут очень, в общем, интересные люди живут. И поэтому, в общем, я сюда возвращаюсь с огромным удовольствием. И за эти годы я вижу, что Якутия меняется в лучшую сторону, строятся дороги, развивается туризм, даже в таких отдаленных районах, где я еще лет 6 назад даже не мог об этом и подумать, что могут быть туристы. Теперь есть. Ну вот туризм – это наша такая, с одной стороны, больная тема, с другой стороны, мы все время его пытаемся вроде как развивать. С другой стороны, вот эта вот сложность логистики, отсутствие отелей, ну, где-то кроме Якутска, да, или там крупных городов, приводит к тому, что сюда едут в основном только вот путешественники, только за экзотикой. Вот это вот когда-то поменяется или нам надо что-то делать в этом направлении? Вот вы как человек со стороны, что можете посоветовать, сказать? Это, наверное, та самая история, куда точно не следует лезть государство, потому что не хотелось бы, чтобы здесь сделали некое там, второе подобие Тереберки. Вот есть хороший пример того, как не надо развивать внутренний туризм в Арктике. Это как раз Тереберка, когда из такого тоже аутентичного поселка сделали очень такой пафосный и, наверное, местами даже отторгающий людей, которые связаны с путешествиями, вот место для внутреннего туризма. Скорее здесь, наверное, нужно идти по пути развития туризма, так как это сделано, наверное, в Ненецком автономном округе, Нарьян-Мар, может быть, на Ямале. Совмещение некого экотуризма с таким вот органичным вписыванием его в национальные традиции, в культуру местную, чтобы не было какого-то такого вот огульного привоза там десятков тысяч туристов там со всей страны, вот и показывать, чтобы сделать такой проходной двор. Все-таки должен быть экотуризм с очень бережным отношением к природе. То есть все равно к нам поедут какие-то экстремалы, какие-то романтики. И те, кто хотят увидеть и почувствовать на себе специфику жизни вот в условиях, ну, приближенных к крайнему северу и смешанным с Дальним Востоком. Это вот такая тут тоже очень специфичная история. Она отличается
Западной Сибири. И какая-то этническая составляющая, да, нужно тоже развивать Конечно, ее? конечно. Вот именно вот в таком ключе это, наверное, залог успеха развития. Вот именно внутреннего туризма, не в ругательном таком вот ключе, а вот в привлекательном. А что интересного вы советуете посмотреть по Якутии тем, кто здесь не был? Тут на самом деле все из-за того, что человеку интересно. Если человек интересуется промышленным туризмом, такая интересная, да, там отрасль развивается, там, раздел туризма в последнее время. Очень много здесь промышленных предприятий, которые занимаются добычей алмазов, золота, да. И сейчас такие туры, в принципе, постепенно начинают промышленные компании крупные организовывать. Это очень интересно посмотреть, как добывают алмаз, например, Алроса, да, там в том же самом Мирном или Удачном. Можно съездить, в общем-то, в отдаленные национальное наследие, да, посмотреть, как живут якуты, посмотреть, как живут коренные малонароды Севера, да, которые здесь обитают. Это тоже очень интересно. Многие даже не представляют, что так можно жить, да, съездить, в общем-то, на стойбище оленеводов. А если кому-то тоже не интересно, но у вас здесь есть история, там, связанная с началом первой половины прошлого века, там, Колымский тракт. Можно проехать по Колымскому тракту, да. Что человек хочет? Ну, как бы я уж не говорю, такие банальные вещи, как Ленские столбы, например, да, или Ленский заповедник в Тихсе. Это такая история на ценителей особых. Тут, в общем, в принципе, найдет очень интересные места и, в общем, найдет, в общем, точки интереса. В принципе, любой человек, который интересуется историей России, природой и туризмом в То целом. есть нужно разные Конечно. вещи предлагать? Конечно, конечно. То есть это все равно какой-то нишевой, получается, А, нишевая какая-то история? И нишевая, и при этом, в общем-то, это не массовая культура. Есть хороший пример, что вот с Камчаткой. Сначала пытались сделать Камчатку массовой, эта история не заходит. Вот. А вот как отдых такой очень, как сказать, для людей, которые ценят природу, которые ценят, в общем-то, красоту, ну, там с промтуризмом гораздо сложнее, вполне себе. Вот. Есть сложности у вас определенные, это с логистикой все-таки. Да. Все-таки добраться до Якутска менее бюджетно, чем до той же самой Камчатки или Владивостока. И это проблема, наверное, такая самая большая сейчас. Как-то в интервью вы сказали, что ненавидите холод. Тем не менее, снова в Арктику, опять зимой. Диссонанс. Объяснитесь. Не знаю, это из той истории, что это необъяснимо. Я действительно не люблю холод. Я у вас в Якутии в одной из своих прошедших экспедиций подмерзал очень сильно, когда были проблемы с машинами. И для меня вот такой арктический туризм или арктические путешествия, свои мои проекты, это когда ты не выходишь из машины. Потому что каждый выход из машины для меня некая там борьба с собой. Я человек теплолюбивый, люблю теплые регионы, теплые страны. Но при этом меня каждый год меня тянет именно вот в феврале зовет Арктика. Арктика зовет, чтобы я сюда ехал и опять, в общем-то, гулял по тундре, общался с людьми, делал какие-то проекты. А с чего началась эта любовь к Арктике вообще? Вот, я знаю, что вы путешествовали по Африке довольно много. Там своего экстрима хватает, и теплее гораздо. Да, хороший вопрос. У меня любовь с Арктикой долгая, наверное, уже пошел второй десяток. Получилось так, что познакомился я, как и многие знакомятся, с нашим русским севером, Архангельская область. Попробовал чуть-чуть Арктику, там более недружелюбную, Воркута. И в какой-то момент я понял, что я хочу приехать в Якутию. Тогда мне на глаза попался фильм «Сибирь, Монамур», так назывался этот фильм. Я понял, что нет, я еду в Якутию. Ну и когда я оказался в Якутии, это лет 7-8 назад, даже больше, первый раз, все, Якутия стала для меня просто одним из любимых регионов. Только летом не добрался. Но у нас, знаете, как говорят, чтобы Якутию понять, нужно побывать здесь зимой, а чтобы ее полюбить, нужно побывать летом. Иррационально получилось. Все, наверное, наоборот. Давайте сейчас подробнее о проекте «Великий Северный путь». Да? Что это, как он проходил, как он проходит, чем все закончится? Этот проект начался достаточно давно. Сейчас уже идет у нас третий этап. По сути, мы пытаемся пройти максимально приближенно путями наших русских исследователей севера Сибири.
начиная со времен Семена Дежнева и заканчивая экспедицией Витуса Беринга и более поздними русскими исследователями, первопроходцами, купцами прежде всего, которые, скажем так, активно включали Сибирь в жизнедеятельность и в деятельность нашего российского государства. И при этом, в общем-то, включали не какими-то, так сказать, неправильными способами, а именно путем приглашения, путем торговли, путем вот этой экономической хозяйственной деятельности показывали, что так будет всем интереснее, выгоднее. И предыдущие два этапа, они были по Западной Сибири. Они у нас покрывали часть от Ямала и до Таймыра. Первый этап это был Ямало-Таймырский, когда мы вдоль, значит, Карского моря дошли до Норильска с Ямала, дошли до Диксона. Второй этап у нас был Таймыр-Якутский, когда мы зашли через Якутию, прошли через Таймыр, достигли мыса Челюскин и дальше вдоль моря Лаптевых добрались до Тикси, пройдя через очень интересные места, где захоронены русские первопроходцы, командоры экспедиции Беринга, Василий Прончич с его супругой Татьяной. И третий этап у нас, он приурочен к 375-летию достижения Семеном Дежневым мыса Большой Чукотский нос, известный сейчас как мыс Дежнева, и открытие Берингового пролива. Да, в общем-то, этот этап, он действительно проходил по территории Якутии, большой этап, много лет. Семен Дежнев добирался от Алазеи до Берингового пролива. Это все происходило в очень тяжелых, суровых условиях. Мы сейчас, конечно же, просто дети по сравнению с первопроходцами. Да? У нас есть техника, у нас есть современное оборудование, у нас есть современная одежда, у нас есть все. А там ничего не было. Вот, и мы стремимся максимально быстро вдоль Ледовитого океана, насколько это возможно колесной техникой на наших автомобилях пройти этот маршрут, что таким образом, в общем-то, как-то, не знаю, немножко в наших, скажем так, соотечественных, когда кто забыл, в общем-то, про эти даты, а у нас действительно мы приближаемся к знаменательным датам, 375 лет вот открытия Чукотского носа. Скоро будет 300-летие Великой Сибирской северной экспедиции, там буквально через 6-7 лет. Да, это большие даты, очень знаменательные нашей страны. Вот, и вот постепенно вот этот инфоповод как-то напомнить нашим гражданам, что да, у нас это все, наша земля, она не просто так, в общем-то, нам давалась, да, открытие. Это все было через очень большие лишения. И мы должны помнить эту историю. Про это как-то мы забыли. И вот мы перечитываем архивные документы, книги и пытаемся найти какие-то очень важные точки на этом маршруте, чтобы их посетить. Вот это вот суть такая, это не просто как какая-то туристическая поездка, это все-таки даже такая, ну, не научная, но просветительская экспедиция. То есть посетить, посмотреть, что там с ними сейчас стало. Да, поговорить с местным рассказать. населением, поговорить с коренным местным населением, с чукчами, поговорить с эскимосами о том, как они сейчас живут, да, что изменилось за прошедшие годы, как меняется жизнь их, в какую сторону. Чувствуют ли они, в общем-то, что они часть одной большой страны и, в общем, насколько там они чувствуют влияние технологий на свою жизнь. И через свои блоги, через свои каналы показать вот своими глазами, как это все сейчас происходит. А вот как подбирается команда и менялась ли команда? Вот, ну, третий этап уже, да, получается. Вот, менялись ли люди или это прямо вот одни и те же? Команда меняется. На каждый этап подбираются у нас, как сказать, те участники, которые имеют опыт в таких экспедициях автомобильных. Они действительно сложные, они требуют особой подготовки техники. Вот на таких машинах, примерно на таких машинах мы ездим в Арктику. Немножко нестандартные колеса, большие. Вот такое вот внутри у нас хозяйство. Ага, все забито. Система спальная, для того, чтобы можно было в условиях
низких температур спать комфортно. Ящики, куда у нас все складывается, по полочкам разложено запчасти, еда, какие-то, значит, какое-то оборудование для приготовления пищи. Вот это все у нас вот таким вот образом разложено. Ага, то есть чтобы автономно, в принципе, можно было Да, да, посуществовать, да. как вы Вот сказали. так вот у нас еда хранится таким вот образом. Вот. Внутри у нас система Тоже для навесок. хранения. Да, это все, в общем, в кармашках. У нас здесь разложено оборудование, какие-то, в общем, инструменты. А экипаж машины 2 человека, получается? Да, Штурман экипаж и машины 2 человека. водитель. Да, да. И вот, ну, да, на самом деле внутри у нас тут сбоку тоже все в системах таких вот полочных реализовано, да, тут тоже 2 полки сбоку, тут там у нас стоит мультиварка. Да, у нас есть мультиварка, мы ездим с мультиваркой, мультиварка. Очень удобно, зимой у нас замороженные продукты едут наверху, там пельмени, блинчики, омлеты. С комфортом едете? Конечно, да, пока мы едем, мы в мультиварку все это дело поместили. Вода у нас термопод. Это утеплили все? Да, это все утеплено, это все прям очень сильно выдувает, если все это все будет неутепленное. Вы будете ехать и спать некомфортно, прежде всего спать. Вот. А в остальном это, в принципе, обычный автомобиль, самый обычный автомобиль с доработками по подвеске, для того, чтобы колеса большие встали. Ну и там некоторые доработки вот тоже сверху для крепления груза. У нас очень много топлива с собой едет для автономности. 5-6 дней нам надо с собой вести запас 350 литров. Мы приехали в Якутск, чтобы нам обязательно в Якутске поставили, значит, второе водительское и пассажирское, такое вот вклеенное стекло. И вот нам вклеили второе лобовое. Нигде, кроме как в Якутии, вклеивать их не умеют. В боксе у нас едет еда замороженная, блинчики, омлеты, значит, там что-то, котлетки какие-то. Едет у нас там антенна для спутникового интернета мобильного, рюкзачок такой. Ну и, собственно, там какие-то еще мелкие вещи, там лопата. Но мы стремимся, в общем, с каждой поездкой все меньше и меньше с собой брать вещей, потому что это вес для автомобиля. А вес для автомобиля – это нагрузки. Вот. А у нас машины так сильно перегружены. В таких условиях, к сожалению, ресурс уменьшается очень быстро. Особой подготовки и опыта экипажа, не только зимнего, но и, как сказать, в принципе, опыта путешествий, автономных, серьезных. И каждые 3 этапа это была разная команда, только неизменен, наверное, был я, мой экипаж практически. Ну, мой экипаж тоже менялся со временем. Вот я как организатор вот этой идеи, да, был неизменен. Ну вот примерно сколько времени это займет? Мы рассчитываем, что сможем обернуться за месяц. Вот этот весь участок от Якутска до Якутска у нас выйдет месяц. А тут уже как позволит погода и как духи нас будут принимать. Ну вот, кстати, насколько вообще сходится, насколько планы на деле бывает расходятся с реальностью. То есть бывает так, что планируешь одно, а получается Бывает, другое. конечно, совершенно. бывает, приходится отступать. И что-то сверху, я это называю какой-то так оберег, да, может, какие-то духи местные не пускают нас вот туда вот сейчас. В такие моменты принимается там сложное решение, что да, нет, мы не готовы, надо развернуться. Вот 7 лет назад у нас была первая попытка достичь Уэлена, была автоэкспедиция в Берингии, вот, и нас что-то развернуло недалеко от мыса Шмидта. Но вот было 2 намека, мы их первый не услышали, второй слышали. В итоге у нас там цель, конечно, была изменена на Анадырь. Ну вот вы сказали про местных духов, да, на самом деле, ну вот путешественники, которые вот так вот на длинные расстояния ездят, по Якутии особенно, ну вот, начинают верить в этих духов, там, хотят они того или нет. Вот у вас как это получилось? Была какая-то история, связанная с этим, или тоже, наверное, не сразу же? Да, не сразу. Но тут
Тут такая история, что Якутия это все-таки очень близко. Якутия, Бурятия, Монголия, Тыва. Я очень много до этого путешествовал вот в этих вот регионах. И там мы сталкивались с тем, что вот не выполнив какой-то обряд, например, побурханить, тебя очень строго наказывают что-то сверху. Ну, ты просто вот поспешил и вот не остановился, не пообщался с духами, там, не постоял, не отдал так, да, печеньку не положил. А после этого тебя вот погода заставляет 3, 4, 5, 6 дней стоять на одном месте и ждать, вот, осознавать, что ты был неправ. Такое было неоднократно в Бурятии, такое у нас было в Тыве. В Якутии такого у нас не было. Мы уже стали Что наученные. научены, да. В Якутии такого не было. Тоже вот пусть духи будут благосклонны. А вообще сколько времени занимает подготовка к такому путешествию? Как вот понять, сколько надо топлива, где его взять, сколько еды, сколько снаряжения? Это, наверное, самый сложный этап экспедиции, подготовка, потому что требуется сделать очень много подготовительной работы в части бюрократии, договориться с людьми на месте, проработать маршрут, понять, кто может помочь, где требуется получить специальное разрешение, да, что ты будешь делать с топливом в каких-то точках, а где-то его в принципе невозможно организовать, если ты не позаботишься об этом заранее, например, летом. Вот. Ну, как правило, такие экспедиции у нас занимают, подготовка таким экспедициям занимают в очень плотном режиме, когда активно готовишься 3-4 месяца. Вот на Челюскин мы готовились 5 месяцев к экспедиции. Ну, там были свои логистические проблемы с топливом. Это самая сложная история. Здесь, в Якутии и на Чукотке все-таки плотность жизни, так называемая, она гораздо более сосредоточена все-таки между населенными пунктами. Там 100-200 километров есть, 300 в некоторых случаях. И с топливом попроще. Вот. Но вот эта подготовка у нас там 3-4 месяца заняла с Чукоткой. То есть в 3 раза больше, чем само путешествие Да. предполагаемое. Да. А так всегда бывает? Да, и чем сложнее проект, тем больше и требуется работы сделать, и тем дольше подготовка. Но вот вы были очень много где, да, по миру, в разных странах. Вот есть ли с чем сравнить наш регион? Таких регионов, наверное, нет. Вот с чем можно было сравнить и разнообразие, и климатические вот этот вот качели от минус. Я бы, конечно, больше ниже температуры минус 58 не видел вот, своими глазами на термометре за окном. И до, вот как я знаю, что летом здесь бывают даже 38 градусов жары, большие качели. Вот таких, конечно, регионов нет. И он по-своему, наверное, уникален. Я не знаю, он уникален по-своему на планете. Говорят, что чем-то сравнивают регион с северо-западными территориями в Канаде, но я там не был. Вот именно с точки зрения рельефа, с точки зрения природы, с точки зрения качелей природных. Не могу утверждать. Ну вот если вернуться к подготовке к путешествию, да, помимо там снаряжения и так далее, это же еще изучение истории, географии, предварительные какие-то, да? Да, обязательно. Сейчас шутят, что иногда, да, когда задаешь вопросы, там тебе ответом говорят, тебя Google забанил, да. К сожалению или к счастью, очень много информации в поисковиках, да и просто, в общем, в интернете ее не найти, особенно по таким вот регионам, связанным с какими-то историческими фактами. Приходится по старинке. В библиотеку идти? В библиотеку, да. Или, в общем, обращаться к помощи, опять же, друзей в РГО или в какие-то такие вот библиотеки специализированные, где хранятся работы наших известных геологов, наших известных географов, там, начала прошлого века, позапрошлого века, да, где собраны какие-то уже агрегированные данные по запискам, по книгам, по отчетам, которые были написаны там 2-3 столетия назад. И вот эту кропотливую работу вы выбираешь, выписываешь, сопоставляешь на местность и в связи с этим корректируешь свой маршрут. Или наоборот, в общем-то, у тебя точка появляется на карте новая. Ну, есть какие-то вот такие точки, которые обязательно должны быть в этом маршруте? Что-то такое интересное?
Ну вот на этом маршруте, да, у нас будет несколько точек. Это полярные станции на Чукотке, например, полярная станция Валькаркая, которая стала известна благодаря нашумевшему фильму авторскому «Как я провел этим летом». А до этого, в принципе, про нее никто не слышал. Будет у нас несколько месторождений советских времен, которые были крупнейшими в стране, допустим, прииск Ленинградский, который дал самый большой самородок СССР. Там вот такой самородок был найден. Золото. Да, да. Будет еще несколько таких точек в парке национальном Беренге. Ну и мыс Дежнева, про который все знают, что это вроде как самая там крайняя точка Евразии, да, а на самом деле там одно из самых древних поселений вообще на этой территории. Там рядом с мысом Дежнева захоронение эскимосов насчитывает порядка 2000 лет. Это уже вот буквально историки недавно с археологом поработали и оценили, что это 2500 лет захоронения. Мы вот будем проходить мимо, конечно, сейчас там что-то под снегом увидеть совершенно не представляется никакой возможности, но вот точку на карте пройти, посмотреть вообще, как в этих условиях могли жить 2000 лет назад, это невообразимо. Вот такие вот факты, их просто так нигде, к сожалению, не найти. Вам не бывает порой жаль, что эпоха великих географических открытий закончилась? Бывает. Иногда, конечно, да, ловишься на мысли, что как жаль, что я родился на 100-150 лет позже. Ведь все-таки последние великие открытия, да, были сделаны вот только в начале 20 века, это вот связанное с Северной Землей. И все, с тех пор белых точек на карте-то не осталось. Хотя в Якутии есть места, где, как говорят, что даже не ступала нога геолога. Да, они отсняты с помощью спутника, да, все это, в общем, мы можем наблюдать на спутниковых картах, но, тем не менее, там люди не ходили. И поэтому, в принципе, каждый может себя почувствовать первооткрывателем. А кто ваш зритель? То есть, ну вот вы когда снимаешь программу, например, да, всегда себе кого-то представляешь. Вот кого вы представляете себе по ту сторону там, камеры, смартфона, когда снимаете свои блоги? Сложный вопрос, очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, да, я вижу, конечно же, аудиторию свою по различным метрикам, да. Сейчас в интернете все это доступно, все это понятно, и аудитория очень разная. Я с удивлением вот не так давно узнал, что вот у меня есть в подписчиках, в зрителях, как и домохозяйки, да, которые воспитывают, там, занимаются воспитанием детей, так и уже пенсионеры, у которых жизнь была когда-то связана с этими районами, они либо здесь служили, либо они здесь работали, и у них вот такой случается, я называю это флешбэк, да, вот они смотрят, в общем-то, или читают мои статьи, мои репортажи, и у них в памяти всплывают, в общем-то, наверное, одни из самых ярких лет жизни, которые у них были. Вот, и самое, что интересное, что я очень много информации полезной черпаю из комментариев, из обратной связи своих зрителей. Вот у меня завязалось очень много полезных знакомств и в Якутии, и не только в Москве. Люди уже давно как бы живут там, в наших регионах, и они, в общем, здесь прожили большую часть своей жизни и дали ценную информацию. Бывает такое, что вот точка на карте появилась после того, как Да, там написали комментарий? бывает такое, бывает. Про точку. Ну вот вы готовитесь, достигли какого-то места, там, вот мыс Дежнева, вот мы приехали. Что в этот момент вы чувствуете? Много раз себя ловил на этой мысли, и, в принципе, ощущение всегда одно и то же. Ну да, точка-то есть. Эмоций, по большому счету, никаких нет, потому что, видимо, все эмоции проживаешь с момента подготовки и до момента вот, достижения. Проживаешь в момент встречи с местными жителями, общения, в момент подготовки материалов. А когда ты достигаешь точки, какое-то внутри какое-то опустошение. Только спустя уже некоторое время, наверное, когда готовишь материал, когда ты его обрабатываешь, еще раз проживаешь все это, тогда уже понимаешь, что да, здорово.
Наверное, то, что я там побывал, выполнил какую-то свою мечту, но мечта-то была не в этом, мечта была просто в процессе достижения, в процессе, в общем-то, перемещения. И вот возвращаясь к вашему первому вопросу, что профессиональный путешественник, вот это и есть человек, который, наверное, двигается по жизни в пространстве. Вот изначально вот его такая вот цель первичная – это вот перемещение, это вот открытие. Или я их точно называю это страсть к бродяжничеству, в таком вот, в хорошем смысле слова, да, бродяжничество по планете. Ну, то есть действительно невозможно потом усидеть на месте. Да. Вот вы как долго вы на одном месте? Ох, бывает, конечно, по-разному, и все зависит от того, сколько накопилось дел у себя дома, да, ну, как правило, уже начинает зудеть, вот все, ты рвешься в поездку, уже там неделя, полторы-две, и все, и ты там, тебе там, срочно нужно куда-то лететь, куда-то ехать. Макс Фрай говорит, что в путешествие всегда уезжает один человек, а возвращается вместо нас кто-то другой. Вот как, есть ли такое ощущение, как меняет путешествие вас? Есть такое. Я полностью согласен с этим вот высказыванием. Действительно, человек, когда делает путешествие, именно путешествие, не отдых, отдых, он совершенно другой. И я вот недавно сравнил с отдыхом, насколько это отличается. Вот. Действительно, ты проживаешь маленькую жизнь, ты получаешь какой-то очень интересный новый опыт. Это в любом случае твой опыт ни на что не похожий. И каждое путешествие, оно отличается и по сложности, и по уровню подготовки, и по тем целям, которые ты сам для себя ставишь. И ты возвращаешься уже, скажем так, немножко на другом уровне там, самоосознания, что ли, я бы сказал так. Это даже видно, наверное, можно сравнить, видно по записям, там, по своим репортажам, как ты их делаешь, по тому уровню, по подходу, как ты готовишься к следующим поездкам. Это опыт, прежде всего, внутренний, жизненный. Поэтому. Ну вот, кстати, чем отдых отличается от путешествия? Потому что, ну, бывает так, говорят, вот я увлекаюсь путешествиями. Потом смотришь, ну, вот человек там поехал, отдохнул в Турции, отдохнул в Египте, и вот, ну, любит путешествия. Я много раз пытался как-то сформулировать, чтобы это было понятно моим зрителям, моим собеседникам. И, наверное, самое простое объяснение – это вот когда вы путешествуете, вы являетесь актером вот в этом своем театре жизненном. Вы на сцене. Вы играете свою роль, у вас роли меняются, да? А когда вы отдыхаете, когда вы турист, вы являетесь зрителем. Для вас играют актеры. Актеры – это все окружение, да? Это те, кто вам готовит что-то, это те, кто вас обслуживают, это те, кто фактически обустраивают ваш environment, окружение. И вот очень многие не могут себя перенести между вот этими двумя положениями вот в этом театре вашем, да, жизненном. И от этого часто бывает профессиональная деформация. Если ты очень долго если ты, скажем так, годы на сцене, то ты себя не можешь заставить перейти по ту сторону, и ты не можешь отдыхать. И в какой-то момент времени у тебя возникает такое состояние, что тебе требуется отдых. Ты понимаешь, что ты не можешь, ты постоянно работаешь. Это просто у тебя хобби или там стиль жизни стал работать, тебе нужно отдохнуть. И тогда нужно, чтобы кто-то тебя просто взял, выдернул, выключил из жизни, и мы так называем, и тебя начинают отдыхать. Вот именно тебя начинают отдыхать. И вот у меня такое было впервые в жизни вот в прошлом году, когда меня взяли, выключили на 3 недели и отдохнули меня. То есть просто там отель, all-inclusive, море? Нет, это тоже был такой сложный и очень непростой маршрут. Это был морско-пеший такой туризм, ну как туризм, путешествие с Камчатки по Курилам на Сахалин и на Шантары с восхождением на вулканы. То есть там все было сложно, там все равно было восхождение, но там основная фишка была в том, что ты не участвуешь в процессе подготовки. Абсолютно, да. То есть ты приехал, и тебе все сделали. Вот. Твоя задача ходить, кушать и спать. Вот. Через 2 недели я уже просился, в общем, выпустить меня на волю, вертолет какой-нибудь, чтобы я выпустил вместе. А главное, что теплоход, он
Ты не можешь теплоходу никуда деться. Вот ты идешь, точка, он причалил там, на лодке, все там, и вот у тебя есть вот 3 недели, вот как хочешь, 3 недели никуда. Вот. Через 2 недели я просился, в общем, на берег выпустить меня, улететь. Вот. И я прям к самолету бежал. Ну, это отдохнули меня. А команда, вот как она подбирается каждый раз? То есть, то есть я понимаю, что ваш девиз: чем меньше людей, тем лучше. Да. Тем легче подготовка. И тем легче сам процесс именно на маршруте, да, меньше, скажем так, вот этих точек соприкосновений потенциально, где могут быть какие-нибудь, я их называю там сложности, терки, да, или, в общем-то, потенциальные, скажем так, слабые места. А с другой стороны, чем меньше людей, тем меньше возможности в случае экстренной какой-то ситуации что-то сделать с машинами, с людьми, да, то есть такая вот палка о двух концах. Подбирается, но опять же по опыту. Люди, как правило, участвовали в похожих проектах или делали сами свои проекты, да, они ходили, они знают, что это такое, ну и там требуется, конечно, какой-то опыт, там, по-хорошему, хорошо бы это там какой-то спортивный опыт в прошлом, да, то есть люди там могут в спартанских условиях жить, их не стесняет там спать неделями в машине, справлять какие-то бытовые там потребности в пургу, там, около машины, вот это все. Это сложно, вообще немногие способны жить и выживать в таких условиях, а еще и работать неделями. Это вот вопрос такой вот психологической устойчивости еще, очень важный. Потому что бывали случаи, когда люди не выдерживали не в моих экспедициях, но в экспедициях моих коллег, так сказать, по цеху. Такое тоже бывало. Но сейчас вот вы едете, у вас 2 машины, да? Да, 2 машины. Это прямо минимум. Это такой, да, в данном случае это кандидатский минимум. То есть 2-я машина, я так понимаю, что просто страшно ехать на одной. Нужно, чтобы... Вторая машина здесь, да, это минимум кандидатский такой вот состав страховочный, потому что даже если участвовать там в каких-то чемпионатах России, да, спортивных, 2 машины это минимум. Это за безопасность. Хотя у нас есть опыт одиночных по Таймыру экспедиций. Да. На одной машине? На одной машине, да, мы шли с Норильска до Якутска через Хатан в одной машиной. Вот. Но это такая история очень экстремальная и совсем неправильная. А почему так получилось? В последний момент кто-то отвалился или что? Нет, просто вторая машина с нами первую часть этапа прошла, вот, и, соответственно, там было просто принято решение, что она не сможет вторую часть идти, технически машина, ограничения имела на эту часть. Поэтому мы приняли решение, что да, мы пойдем одной машиной, и, в принципе, мы готовы. Но это с точки зрения безопасности неправильно совершенно. Угу. Назовете топ-5 впечатлений от русской Арктики? Топ-5 впечатлений. Холодно. Безлюдно. Мозговзрывающе. Безгранично. И это все наше. Вот это самый главный пункт, я считаю. А если немножко отвлечься от Арктики, ну вот Россия, она большая, топ-5 мест, которые нужно посетить, если у тебя есть автомобиль. Ну, вот куда стоит поехать именно на машине? Это такой очень индивидуальный вопрос, потому что люди разные. И, ну, если мы говорим об автомобиле, наверное, там надо обязательно побывать на Кавказе, в Дагестане, там есть что посмотреть. Там Славский каньон или Бархан наш, Сороком, если я не ошибся, называется он, да. Это самый такой глубокий каньон, вот, даже глубже Гранд каньона, вот, хоть он и небольшой. А Бархан Сарком, он уникален, он очень высокий, там, он сопоставим с дюнами Намибии, вот, абсолютно высоте. Куда еще обязательно надо съездить? Ну, Алтай, он обязателен, да, там это, куда же без этого-то? Камчатка, тоже, да, такая история очень важная. Курилы.
Ну, там про автомобили сложно, но добраться можно на Южные Курилы. Вот, и то же самое Туруп. Магадан, Якутия. Это вот, ну, если человек есть машина, он должен хотя бы раз в жизни добраться до Магадана. Вот просто пройти вот эту дорогу. Вот просто взять от Мурманска и до Магадана. И ему все станет понятно про нашу страну. Ну что, спасибо вам огромное. Ну что ж, это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.